Прокуратура республики подвела итоги первого полугодия. В заседании коллегии принял участие начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мандахонов. Он отметил, что необходимо разрешить ряд масштабных задач, в том числе социального характера, и дал поручение сосредоточиться на экономических и коррупционных преступлениях. В целом, по итогам первого полугодия отмечается, что органами прокуратуры пресечено более 32 тысяч нарушений закона и восстановлены права более 4 тысяч граждан. Выплачено около 33 миллионов рублей задолженностей по заработной плате, а 160 людям выданы лекарства. Также отмечено, что сейчас особое внимание уделяется лесным пожарам. На особом контроле остаются вопросы охраны лесов и защиты населенных пунктов от лесных пожаров. После принятия актов реагирования существенно увеличены силы и средства, привлекаемые к тушению. Проложено более 1700 километров минерализованных полос и противопожарных разрывов. Обеспечена пожарная защищенность 193 населенных пунктов. Возобновлено тушение приостановленных пожаров на площади свыше 3000 га, в том числе на территории особо охраняемых природных территорий. После заседания коллегии Андрей Мандахонов провел прием граждан. В нем приняли участие прокурор республики Максим Попов, а также руководители органов власти региона и местного самоуправления. Проблемы, с которыми обратились люди, касались реализации их жилищных и трудовых прав, разрешения коммунальных проблем и обеспечения благоприятной окружающей среды. Андрей Мандахонов дал поручение организовать по каждому обращению соответствующие проверки и принять меры реагирования. Заявители, проживающие в столице республики и имеющие инвалидность в связи с тяжелыми хроническими заболеваниями, сообщили о непредоставлении им в соответствии с требованием закона муниципалитетом жилья. За защитой своих прав других жителей столицы региона, близлежащих населенных пунктов, обратился мужчина, сообщив о непринятии муниципалитетом мер по уборке навалов отходов производства и потребления, отсутствие знаков, запрещающих купание на территории одного из островов вблизи поселка Жатай.